Молодой камрадский предприниматель Сергей Аржентарь считает, что самым эффективным использованием возобновляемых источников в нашем регионе стала солнечная энергия, так как солнечных дней в году для этого вполне достаточно. Поэтому, долго не размышляя, с апреля месяца нынешнего года в виде эксперимента у себя в офисе он установил подстанцию из солнечных батарей мощностью 1,5 киловатта. Получается, что самый выгодный на сегодняшний вариант по возобновляемым источникам энергии – это солнечная энергия. Во-первых, у нас ее много. И ни для кого не секрет, что действительно больше половины части года у нас солнечная. Солнце идет с избытком, и поэтому стояла задача, если это в таком количестве и никак не используется, то что-то с этого получить. При небольших инвестициях можно в любом случае обеспечить более чем на 80% потребности любого домашнего хозяйства, любого офиса. Молодой предприниматель в своем выборе использования солнечных батарей как альтернативного источника энергии не разочарован. Он отметил, что растущие тарифы на энергоуслуги сократят окупаемость установленного оборудования. Этим самым, признается Сергей, будут более обоснованными рекомендации, чтобы люди в бытовых условиях использовали энергию солнца. В принципе, она обеспечивает всю нашу бухгалтерию, сервис электроэнергии на 70-80%, все зависит от погоды. Что характерно, большинство людей считают, что зимой или в пасмурную погоду они дают меньше энергии. Пасмурная погода действительно, но оно не перестает работать, дает до 40% своей мощности. А вот как раз зимой она дает как раз больше. За счет того, что если есть снежный покров, за счет того, что при минусовых температурах сам коэффициент полезного действия этих батарей выше. Действительно очень выгодно. Окупаемость указана в среднем 5-7 лет. Ну, так оно и выходит. Но после того, как в этом году начали расти тарифы на энергоносители, мы в этом же процентном соотношении уменьшили срок окупаемости, и выходит, что от 3 до 5 лет. Опрошенные нами жители города имеют представление о возобновляемых источниках энергии и считают их перспективными. Камрадчанин Сергей Быков о солнечных батареях знает не понаслышке и думает тоже установить у себя дома такую конструкцию. Альтернативный источник энергии достаточно перспективный, потому что работает от энергии солнца, то есть фактически бесплатно. С ростом традиционной электроэнергии, стоимости, конечно же, альтернативная энергия, я был бы очень заинтересован. По деньгам я еще не сделал такой расклад и анализ, но, скорее всего, с грядущим повышением цен на электроэнергию это станет привлекательным делом. Люди боязливо и с недоверием относятся к новым технологиям, которые предлагают нам европейские страны. Однако практика показывает, что солнечные батареи в быту намного эффективнее использовать, чем традиционную энергию.